Да, нас приглашают, пригласительный билет. Да. Ильдар Гисматуллин инвалид с детства. У него редкое заболевание – синдром Штурги-Вейбера. Опухоль мозга слишком большая, неоперабельная. Вдобавок бронхиальная астма, глаукома, эпилепсия. Во время приступов Ильдар просит закрывать шторы, не выносит шума. В комнате вообще никто не должен находиться, он нас выгоняет. Вот мы в комнате находимся, все выключить надо, занавесить шторы. Болезнь Ильдара входит в перечень заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. Об этом говорится в 987-м приказе Минздрава России. Но в этой двушке вместе с Ильдаром, его мамой и отчимом проживают родственники, тоже собственники жилья. Мы вот спим здесь на полу, мы вот это все убираем. Потому что, у нас другой возможности нет. Из-за болезни очень часто Ильдару приходится пользоваться ванной комнатой и туалетом, но так как в квартире проживает другая семья, порой это бывает сделать очень проблематично. 3 года назад мама Ильдара обратилась в администрацию Вахитовского района Казани, чтобы их поставили в очередь на жилье. Им отказали, объяснив тем, что Гисматуллины не малоимущие. Согласно МРОД, в этой семье на двоих с мамой доход должен быть не больше 24 260 рублей, а у них на 1700 больше. Семья обратилась в суд и его выиграла. На учет исполком поставил, но в жилье отказал. Снова по той же причине – немалоимущие. Исполком имеет право предоставить жилье по социальному найму только малоимущим гражданам. Для предоставления жилья по соцнайму немалоимущим необходимо наделение муниципалитета соответствующими полномочиями. Их у муниципалитета нет. Прокуратура же считает, препятствий для выделения жилья нет. Ссылаясь на федеральное законодательство, квартира положена. Допускается нарушение жилищных прав ребенка-инвалида Гисматуллина. Значит, по результатам проверки прокуратуры города Казани было внесено представление в адрес руководителя исполкома города Казани. Исполнительный комитет отказал в удовлетворении требований, в связи с чем прокуратура города обратилась в Вахитовский районный суд. Но в суде в иске прокурора отказали. Не помогла и апелляция в Верховный суд. Единственная надежда сейчас на кассационный суд в Самаре. Направить ли туда представление, сейчас решают в республиканской прокуратуре. Получается, по приказу федерального Минздрава ребенку положены комфортные условия проживания. Однако в региональных актах механизм выделения жилья немалоимущим по соцнайму не прописан. Федеральное законодательство и вопрос регулирования на местном уровне, они расходятся разными путями. Мы наблюдаем ситуацию, когда человек обладает правом, а вот механизм реализации не установлен. Вопрос стоит в том, что нужно либо приводить жилищное законодательство в соответствии с положениями, именно основаниями по предоставлению по состоянию здоровья, либо вносить в приказ механизм предоставления подобных квартир и уточнять социальный найм, что должно быть такое основание заключения социального найма, оно будет внеочередным, очередным. Внесут ли изменения в республиканский закон о предоставлении жилья инвалидам, пока вопрос. Но подобные случаи в республике уже были. В сентябре этого года с жалобой на отказ властей предоставить жилье по соцнайму детям с инвалидностью в Следственный комитет России обратились сразу 3 семьи Зеленодольского района. И только после возбуждения уголовного дела на должностных лиц вопросы начали решаться. Одной семье квартиру уже выделили, остальные согласились на субсидию и покупку жилья в соципотеку. Делом Ильдара Гисматуллина недавно тоже заинтересовался Следственный комитет. В действиях чиновников, которые сначала не ставили семью в очередь, а теперь не дают жилье, усмотрели нарушение закона. По данному факту следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Юридическая практика в таких вопросах уже есть. Ряд регионов внес изменения в местные законы. В Московской и Нижегородской области внесены изменения в порядок выдачи жилья по социальному найму, там специально прописано. Для подачи заявления о получении квартиры по социальному найму достаточно наличия заболевания из этого списка. На данный момент в мэрии Казани маме Ильдара предлагают обратиться за субсидией на улучшение жилищных условий 1,5 миллиона рублей и купить квартиру в ипотеку. Но, по словам Лилии Гисматуллиной, с доходом 25 тысяч на двоих, это пенсия сына и пособие по уходу, ипотека неподъемна. На продукты нужно, лекарства нужно. Это вообще смешно. Юлия Гоглева, Адель Миндубаев, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.